22 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,23 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,14 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2361 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,1409 до 10,17 сомони, 1 российский рубль от 0,1645 до 0,1683 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизируются после снижения в среду, балансируя между итогами заседания Федеральной резервной системы США и внешнеполитическими рисками. Нефть марки Brent растет до $90.17 за баррель, марки WTI растет до $83.25 за баррель. Стоимость золота снижается в четверг утром, торгуясь ниже $1670 за тройскую унцию. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США. До сегодняшнего дня в Таджикистане собрали около 80 тысяч тонн хлопка, что составляет чуть более 18% от прогнозов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны. По данным ведомства, в Хатлонской области собрано около 67 тысяч тонн хлопка, в Сагдийской области более 12 тысяч тонн, в районах республиканского подчинения около 600 тонн. Сбор хлопка продолжается по всей республике. За 1 килограмм хлопка сырца, собранного ручным способом в период первого сбора, в этом году будет выплачиваться от 80 дирхамов до 1 сомони, в период второго сбора от 1 сомони 20 дирхамов до 1,5 сомони. Частные хозяйства самостоятельно устанавливают размер оплаты. В этом году в республике должны были засеять 186 тысяч гектаров хлопчатника, однако по данным в хлопкосеющих городах и районах республики хлопком было засеяно 181 542 гектара земли. В частности, в Согде 57,2 тысячи гектара, в Хатлоне почти 121,7 тысячи гектара, в районах республиканского подчинения 2,7 тысячи гектара. Согласно плану, в республике в этом году должно быть собрано 425 тысяч тонн хлопка. Несмотря на то, что площадь посева хлопка ежегодно уменьшается, урожай аграрии страны намереваются получить в том же объеме, что и раньше, за счет увеличения урожайности с каждого гектара. По данным Министерства промышленности и новых технологий, в стране функционирует около 30 предприятий текстильной промышленности, общая перерабатываемая мощность которых составляет до 70 тысяч тонн хлопкового волокна в год. Однако этими предприятиями перерабатывается лишь порядка 20 тысяч тонн сырья в год. Остальное идет на экспорт. Ранее сообщалось, что правительство Таджикистана намерено сократить экспорт хлопкового волокна в ближайшие 3 года на 20 тысяч тонн. В Петербурге и Ленобласти с 2023 года вырастет стоимость патента для мигрантов. Как сообщает деловой Петербург, цены увеличатся с нынешних 4,2 тысяч до 4,4 тысяч рублей в месяц. Как поясняют власти, сделать это планируется, поскольку зарплаты в отраслях, наиболее популярных у иностранцев, растут. Кроме того, эта мера призвана пресечь теневые выплаты мигрантам. Ожидается, что повышение может дополнительно пополнить казну города больше, чем на 400 миллионов рублей. Предложение повышения стоимости патента уже одобрили на заседании Координационного совета трехсторонней комиссии города. Там озвучили, что зарплата трудовых мигрантов в северной столице начинается с 32,3 тысяч рублей в месяц, но в популярных у иностранцев отраслях она значительно выше. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Зуда встретился 21 сентября в Душанбе с директором регионального центра развития потенциала Международного валютного фонда для Кавказа, Центральной Азии и Монголии Норбертом Функе. Завки Зуда назвал важным дальнейшее укрепление сотрудничества в сферах разработки современной модели макроэкономических перспектив, использования передового международного опыта, связанного с подготовкой аналитических отчетов по развитию социально-экономических направлений, обучением и обменом опытом развитых стран и предоставлением технической помощи для улучшения указанных направлений. Как сообщили в Минэкономразвитии, Завки Зуда отметила, что при Министерстве экономического развития и торговли создан Институт экономических исследований. Он также счел необходимым усиление сотрудничества Центра с этим институтом.
Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве по созданию в Казахстане механизма клиринга в юанях. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Народного банка Китая, создание данного механизма поможет предприятиям и финансовым институтам двух стран в использовании юаня для осуществления трансграничных транзакций. Кроме того, данный механизм будет способствовать дальнейшему упрощению процедур двусторонней торговли и инвестиций, пишет Жэньминь Жибао.